Мы с вами переходим к новой большой теме. Тема займет немного времени, немногим больше, чем тема творчества Глюка, она очень важна. Следующая тема – творчество Франца и Йозефа Хайдна. Или, как говорят в России, Гайдна. Вообще правильно по-немецки Хайдна, запомните. Чтобы вас немецкий странник понимали. Потому что первая буква Х в этом слове, не Г. Русские почему-то не любят эту букву, здесь Г. Итак, Франц Йозеф Хайдн. Ну, можете говорить, Гайдн по привычке дело ваше. Он не первый композитор-классицист, самый первый, напомню, Глюк. Но в чем же отличие? Глюк писал на 95% оперы и еще раз оперы. Это был ведущий, главнейший жанр его. А Гайдн писал все. И в этом всем самое главное было музыко-инструментальное. Симфонии, концерты, сонаты, квартеты. Вот это очень важно. Сейчас объясню почему. На примере творчества Гайдна я объясню вам некоторые важные особенности, свойства музыкального классицизма или венского классического стиля, или венского классицизма. Это одно и то же. Поэтому без знания того, что сейчас вам скажу по поводу Гайдна, вы не поймете до конца ни музыку Вольфганга Амадея Моцарта, ни музыку Людвига ван Бетховена. Итак, девочки, в эту эпоху, а эпоха начинается с середины 18 века до 1825 года и занимает таким образом 75 лет, в эту эпоху происходит решительная перемена музыкального искусства. Стиль классицизма очень сильно отличается от стиля барокко. Музыкальное письмо простое, ясное, понятное, одноголосная мелодия, сопровождение в виде альбертиевых басов. Девочки, кто забыл, что такое альбертиевые басы, напоминаю, это любимая фигура фактуры у классицистов. Все знают, что все это играли, и я играл. Вот. Все просто ясно, два в одном. Здесь тебе ритм, здесь тебе гармония, сразу же, и бас. Три в одном даже. Так вот, очень простое ясное письмо. Они стремились к простоте, ясности, понятности. Так, теперь, не только меняется письмо, меняются, девушки, жанры. В эту эпоху главными становятся жанры инструментальной музыки. Инструментальные сложные, оркестровые, ансамблевые. И на первое место выдвигается симфония, классицистский концерт. Девушки, я подчеркиваю классицистский, потому что он отличается от барочного концерта. Совершенно. Итак, сольный классицистский концерт 2. Камерный ансамбль 3. То есть квартеты, трио, квинтеты. И, наконец, девушки, клавирная соната. Вы скажете, а как же так? Клавирная осталась, скрипичная исчезла. Нет, девушки, она не исчезла. Только вспомните, во времена Себастьяна Баха она была сольной. В эту эпоху соната делается ансамблем, то есть дуэтной. Вспомните, всегда классицистская скрипка и пианист. Поэтому это тоже ансамбль, наряду с квартетами, трио, квинтетами. Это, по сути, дуэт. Вот эти жанры делаются ведущими. И все они, у Глюка, обязательно и много пишут в этих жанрах. У них десятки симфоний, концертов, квартетов, сонат. Десятки и даже сотни. Итак, новый жанр. Дальше, девушки. Появляется новый тип цикла. Раньше были такие типы. Сюиты, раз. Барочного концерта Гросса, 2. И вариации, 3. И мессы. Это все разные типы цикла. В этот период появляется новый тип цикла. Он называется сонатно-симфонический. Сонатно-симфонический цикл. И вот в этом цикле, с этим циклом всего используем сочинение и сонаты, и симфонии, и концерты, и ансамбли. Этот цикл. Сюитный цикл умирает. И так умирает сюитный цикл. Дальше, девочки. Рождается новая форма. Самая сложная инструментальной музыки, до сих пор самая сложная. Сонатная форма. Которая используется, опять же, и в симфонии, и в концерте, и в сонате, и в ансамбле. Сонатная форма. И до сих пор музыкант, не владеющий сонатой формой, это не обученный, не полноценный музыкант.
Это музыкальная революция. Поэтому любого из нас, когда мы учимся играть, обязательно обучают играть крупную форму, а под крупные подразумевается прежде всего сонатная, потом уже ронда, потом вариации. Так. Итак, сонатная форма. Дальше немножко. Умирают многие старые жанры. Умирают сюиты. Уходят органные токкаты, прелюдии, фантазии. Исчезают клавирные жанры. Всевозможные. Тоже, к сожалению. Перестают писать музыку лютнику, музыку для виол. Все эти жанры уходят. Так что происходит колоссальное обновление жанров западной, европейской музыки христианского мира. Но, девушки, не только это исчезает. Умирает старый барочный оркестр, исчезает барочный ансамбль. А что вместо них? А вместо них появляется симфонический оркестр. Так что запомните, с этого момента оркестровая музыка становится симфонической. Симфонический оркестр. Вместо старых ансамблей появляются классические струнные квартет, струнные трио и струнные квинтет. И еще раз напомню, я об этом говорил, но не подчеркивал, что для некоторых инструментов не только перестают писать, они тоже выходят и умирают. Умирают клавесин, виолы, лютни. Все, их время закончилось. Музыкант переходит на фортепиано, на семейство скрипок. А лютни ничего не заменяют. Хотя нет, заменяют гитары, можно сказать так. Потому что ближайшие 250 лет уже не гитары сочиняют, не для лютни. Вот такая революция, можно сказать, музыка. Теперь, это о том, что меняется. Несколько важных слов о сути, о природе классицизма музыкального. Этот стиль захватил все страны Европы. В этом стиле писали все. Это стиль космополитический, общемировой. Это стиль, который игнорирует национальные особенности. В этом стиле нельзя было писать по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-русски. У всех получилось одинаково. Что еще характерно для музыкального классицизма? Равновесие мысли и чувства. И даже иногда превосходство мысли. Поясняю. Вот для музыки барокко характерна эмоциональность, чувственность. Она очень чувственная. То есть там чувство над мыслью преобладает. Главное вызвать чувство, аффект, душевное состояние, волнение. Так как барокко. Для классицизма главное выразить мысль. Почему? Да потому что венский классицизм, девочки, запомните, это классицизм особой эпохи. Вспомните школьную историю. Это время называется эпоха просвещения. Когда люди полагали, что знания, наука, обучение, образование смогут изменить к лучшему миру. Поэтому идеи просвещения проникали во все слои общества. Поэтому энциклопедию тогда придумали, первую в истории человечества. Так вот, и считалось тогда, что наука – это воплощение торжества разума человека. С помощью научных знаний он сможет сделать мир лучше. Вот почему культ разума возникает в культуре. Вот этот культ разума, рацио, и показан в музыке классицизма. Это очень рациональная музыка. Итак, равновесие мысли и чувств, но чаще даже преобладание мысли над чувством. Вы это хорошо почувствуете, когда перейдете от классицизма к романтизму. Там опять как барокко. Мысль над чувством будет господствовать, это будет позже. Дальше. Равновесие вот чего, девушки. Вспомните. Музыканты барокко обожали погрустить, попечалиться, переживать, пострадать, поплакать. Какие у них гениальные, скорбные, печальные, медленные части. То есть неравновесие чувства солдака минус преобладали над чувством солдака плюс. В эпоху классицизма идеальное равновесие. Равновесие и положительного, и отрицательного, и света, и тени. Более того, вообще-то композиторы эпохи классицизма предпочитали даже радоваться жизни, чем переживать, страдать, мучиться, оплакивать ее. Поэтому нетрудно заметить, что в их музыке больше положительного, оптимистичного, жизнеутверждающего. То есть, говоря иначе, они любили показывать мир с лучшей стороны, с приятной стороны. Жизнь прекрасна, да, есть в ней отдельные недостатки, кое-где у нас порой. Они их показывали, но в основном уже не хороша, замечательно. Вот это показывали. Поэтому от их музыки веет, повторяю, оптимизмом, жизнеутверждающим положительным характером. Итак, равновесие мысли, чувства положительного и отрицательного. Это тоже не все.
Музыканты классицизма или венского классического стиля предпочитали показывать мир вокруг человека. Не человека, не его душу, состояние, нутро, а мир вокруг. Романтики предпочитают обратное потом. Это будет потом. Так, теперь еще. Если вы помните, в ту эпоху возникли идеи. Вы слышали про такого Жана Жак Руссо? Да. Слышали, может, про то, что было такое направление течения руссоизма. Так вот, Жан-Жак Руссо всех увлек природой, жизнью на природе, жизнью естественной, натуральной, не испорченной цивилизацией, хотя многие полагали, цивилизации портят человечество. В большой мере они были правы. Так вот, возникло направление руссоизма и отразилось оно в литературе, в драматургии, в поэзии, в прозе. В чем? А в том, что стало воспеваться жизнь на природе. Здоровая для души и тела, которое развивает человеческие качества. Увлечение природой, образами природы. То есть, девочки, образами пасторальными. Так вот, и для музыкального классицизма характерно увлечение природой, воплощение образов природы. Так много, как никогда до этого не было в музыке. Особенно Бетховен это ярко выражается. Вы будете считать такой симфонией. Итак, природу. То есть теперь не только жизнь человека, но и природа вокруг него стал пока классицизм. Идем дальше. Классицизм, повторяю, предпочитал показывать жизнь во всех ее проявлениях, но преимущественно положительно. Поэтому огромное место в образах классицизма занимает образы жанрово-бытовые. То есть образы повседневной жизни. Их называют жанровые, называют бытовые, называют вместе жанрово-бытовые. Это одно и то же, девочки. Жанрово-бытовые. Дальше. Образы скерцозные. Образы пасторальные, то есть пейзажные, как вы уже слышали. Так. Но возникает вопрос, а где же более сложные образы? Лирика где? Лирики у них много, как же без этого? Все верно. Но лирика их отличается от эпохи барокко. Она сдержанная, она объективная. Она не такая открытая, как, например, лирика эпохи барокко. Она сдержанная. Для классицизма характерна сдержанность выражения чувств. Я об этом говорил по поводу оперы Орфея и Эвридика и вообще творчества. Теперь, вы знаете, что лирика бывает и порывистая, и сдержанная. Верно. Так вот, у них чаще всего лирика сдержанная. Порывистая бывает крайне редко. Это не типичный классицизм. Это у романтиков. Это еще не все. Лирика бывает светлая, как вы слышали. Светлая может быть спокойная, а может быть и радостная. У них она чаще радостная, восторженная. Жизнь прекрасна. Вот таким у них девиз классицизма. Изредка она бывает элегической, то есть печальной. И крайне редко, в отличие от барокко, она бывает скорбной. Не о чем скорбить. Музыка классицизма идеально выражает такую идею Канта. Вам они в школе говорили, а идея человек. Все сущее разумное. Сущее слово старинное, вы его уже забыли, а может не знали об этом. Все существующее, все, что есть, это разумно, это правильно. Вот так можно эту идею Канта объяснить. Так вот, примерно эту идею воплощает музыка классицизма. Все существующее разумно, все хорошо, все благо. Дальше. Я говорил об образах. Но возникают в этой музыке образы и героические, и драматические. Конечно, без этого не трудно, то есть трудно представить себе творчество Глюка. Как же без героических образов драматических? Это есть. Много у Глюка, поменьше у Гайдна, побольше у Моцарта и очень много у Бетховена. А еще Бетховен, но в этом не исключение, это не норма. Бетховен вводит в музыку образы трагедийные. Трагедийные. Это связано с тем, что Бетховен полжизни прожил в XIX веке, в отличие от Гайдна и Моцарта. Поэтому он, да, классицист, но это композитор и XIX века. Итак, девочки, вот что свойственно для этих музыкантов. Теперь, вы помните, что в эпоху Себастьяна Баха писали много мини-циклов из двух частей. Вот прелюдия, фуга, там, Павана, Гальярда и так далее. В эпоху классицизма циклы только большие, 4 части. Произведения масштабные, огромные. И еще такое уточнение.
Конечно, композиторы этой эпохи не перестали писать оперы, но они уже не были главенствующим жанром. Оперы писал и Гайден, оперы писал и Моцарт, и даже Бетховен одну оперу написал. Но заметьте, одна опера у композитора немыслимая в эпоху барокко. Такие как бы исключения. То есть это жанр перестал быть главным. Писали уже, но мало. Писали мало кантат, оратории, мессы. Практически перестали писать страсти. Практически перестали писать кантаты. В основном писали оратории и мессы. То есть и те жанры тоже ушли на убыль. Но вот мессы и оратории писали почти что все. Очень много мест и у Гайдена, Моцарта, Бетховена. Оратории есть и у Гайдена, и у Бетховена, только Моцарт не писал оратории. А место изобилия. Это великое музыка, тоже изобилие. А теперь, девушки, такие вот подробности. Чтобы хорошо понимать музыку дальше, вы должны знать о сонат-симфоническом оркестре, о симфоническом оркестре и камерных ансамблях и о сонатной форме. Вот это я вам сейчас расскажу. Начнем с более простого. Итак, родился симфонический оркестр. Он намного больше камерного барочного оркестра. И современный оркестр достигает 130-140 человек. Огромная армия музыкантов. Ну тогда, конечно, было меньше, человек 30, хорошо уже. Его особенности. Симфонический оркестр состоит из трех групп. Это, девушки, это струнная группа, естественно, святое дело. Духовая группа и ударная группа. Так. Сразу скажу, что эти группы неравноценны по значению и по объему. Самые маленькие, конечно, девушки, ударные. Потому что ведь немного же надо ударных инструментов для оркестра. Они и так шумные. Итак, струнная группа состоит уже только из семейства скрипок. Никаких виол, никаких лютин. Скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Контрабасы, наконец, допустили в оркестр. Они до этого были изгоями, их не пускали в барочный оркестр, там и только виолончели. Но со скрипкой дело сложнее. В симфоническом оркестре скрипки делятся на две команды. Первые скрипки и вторые. Да, первые и вторые. И у них разная музыка, разные партии. И получается, девушки, считаем. Первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Да, видов инструмента 4, но 5 партий. Поэтому традиционно струнную группу симфонического оркестра музыканты уже 250 лет называют струнный квинтет. Хотя там не 5 инструментов, там может быть 20, 30, 40, 60, 70. 5 партий. Итак, девушки, это струнная группа. Теперь духовая группа. С этим посложнее. Духовая группа делится на две подгруппы. А. Деревянные, Б. Медные, как вы догадываетесь. Так вот, такого изобилия духовых в барочном оркестре не было. Деревянные и медные. В деревянную группу входит, называют, девушки, инструменты по высоте. От самого высокого к самому низкому. Флейты. Дальше. Гобои. Попробуйте, девушки, назвать следующий деревянный инструмент. Вы его знаете, вы его слышали. И даже видели здесь в коридорах в руках студентов. Да. Хилый голос музыкальной единства, девушки. Кларнет. Очень красивый богатый инструмент. И, наконец, фагот. Фагот самый низкий, самый неприятный, самый противный инструмент. Деревянный духовой. Про него Пушкин сказал: хрипун ударенный. Поэтому приличной музыки не давали в оркестре. Он на подхвате играл, выдержанные звуки. Маленькие уточнения, девушки. Кларнет, он сейчас есть в оркестре, любому, может быть 200. Но тогда его в оркестр не пускали. Его пустили в оркестр лишь в 19 веке. То есть он оказался современником грубо, как ни странно, инструментом. Вот так. Теперь, это деревянный инструмент. Важная подробность, девушки. Эти инструменты не просто входили в оркестр, а каждый был представлен парочкой. Обязательно было два. Не по одному, а по два. В отличие от барочного оркестра. Вот почему самый первый тип оркестра симфонического назывался парным. Почему? А там были каждого деревянного инструмента по паре. Ну, как знаете, Ной, помните, собирался ковчег зверей. Каждой твари по паре. Поэтому 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота. Потом, когда кларнеты милостиво впустят в оркестр, будет 2 кларнета. Святое дело. Теперь, девушки, переходим к медным инструментам.
Их я тоже называю с самых высоких до самых низких. Валторный. Это, кстати, самый высокий инструмент, не труба. Потом труба. Проверь еще раз вас, девушки. Что дальше идет из медных инструментов? Какие же вы темные? Тромбоны. Самый странный инструмент. Не знаешь, на что нажать. На нем труднее ничего на фортепиано. Да почему? Мы знаем, вот открываешь, будет такой звук. А там вот найди местечко, двигая кулису, чтобы получить ноту фа. Это нужно запоминать. Неудобно. Тромбоны, наконец, тубы. А теперь, девушки, тоже два важных уточнения. Тромбон вообще-то в оркестр только Бетховен впустил. Ни Гайд, ни Моцарт их не использовали. Грубоваты казались. А с тубами вообще дело что интересно. Их только в 19 веке, только в 40-е годы ввел в оркестр Берлиоз и Вагнер. То есть сегодня, в ближайшие лет 160, они есть там, тубы, а при Бетховене даже не было. Не говоря про Моцарта и Гайдна. То есть тогда это были только валторные трубы. И их тоже обязательно было несколько штук. Несколько труб и несколько валторных. Так. Итак, это духовая группа. Последняя группа. Самая маленькая, самая скромная, самая шумная. Ударные инструменты. Напоминаю, девушки, что в оркестре барочном ударной группы не было отдельно. В некоторых произведениях кое-где были литавры. В симфоническом оркестре обязательно группа. Но сразу вас насмешу. Тогда в ударной группе был один инструмент под названием литавры. Вот и все. Это потом добавит Бетховен малый барабан, потом большой барабан, потом добавит Берлиоз, Вагнер тарелки, и пойдет поедет всякие цимбалы, гонги, ксилофоны, вибрафоны, челесты, маримбафоны, треугольнички, трещотки, деревянные блоки, все это будет позже. Тогда литавры. Девушка сказала один инструмент, но здесь тоже уточнение. Вид один, но литавра стояла трое, и на нем играл один музыкант. Почему трое? Литавры это небольшой барабан. Литавр инструмент сложнее и богаче. Большой барабан плетеный инструмент. Повесил на грудь, бум и все. Больше думать не надо. Литавры настраиваются, они имеют звук определенной высоты. И имели три литавры, потому что одну настроили на высоту тоники, первой ступени, другую на высоту доминанты, пятой ступени, а третью на высоту субдоминанты, четвертой ступени. У них поэтому были разные высоты звука. И потом литавры это, по сути, медный котел, обтянутый кожей, в отличие от барабана. Играет колотушками, не палочками. Так что литавры самый древний инструмент западной музыки, композиторской. Итак, литавры. Вот состав оркестра, запомните. Еще одно уточнение. Правда, лет так 30-40 музыканты эпохи классицизма иногда писали оркестровую музыку не для симфонического оркестра, а для какого? Для струнного. Гайдн и Моцарт, Бетховен же не будет его писать. Для струнных. Где будет только скрип, то есть семейство скрипа. Теперь, девушки, идем дальше. Переходим к новому типу ансамбля. Ансамбль классицизма. Напоминаю, их 4. Самый главный квартет, потом трио, квинтет и дуэт. Разберемся с квартетом. Как понимаете, эти названия даны по количеству музыкантов. Квартет 4, квинтет 5, трио 3, ну и так далее. Понятно. Итак, ансамбли классицизма были только струнными. Раз. Сказать, были же струнные ансамбли эпохи барокко, были, но вспомните, в их струнный ансамбль обязательно входил еще клавесин или орган. Классицистский ансамбль никаких клавесинов, органов не входит. Да, не входит. Какие же инструменты входили в состав классического квартета? 2 скрипки, первая и вторая, альт и виолончель. Девушки, кто не попал в этот элитарный клуб из струнных инструментов? Все правильно. Ему туда вход заказан до сих пор, кстати. Его не пускают ни в один ансамбль. Ну, грубо говоря, что скажешь, что поделаешь. Такая же судьба. Так, теперь. Поэтому с тех пор, когда говорят квартет, подразумевают, что это струнный квартет. Классический квартет. Именно с таким составом. Если состав у него иной, это особо оговаривается. Если просто квартет, все ясно. 2 скрипки, альт, виолончель. Как возник квинтет? Все просто. Добавили второй альт. Общие 2 скрипки, 2 альта и виолончель опять же.
А как родился ансамбль трио? Все просто. Убрали скрипку. Одну. Получилась скрипка, альт, виолончель. Так, альт, виолончель. И, наконец, дуэт. Дуэт, по сути, у них был один. Скрипка и фортепиано. Для других инструментов тогда не писали. Так вот, жанр ансамбля был также важен для композиторов-классицистов, и все они великие. Гайдн, Моцарт, Бетховен очень много писали этой музыки. Уверяю вас, не меньше, чем фортепиано, если даже не больше, а чаще даже больше. Она была для них важнее и главнее. Потому что они представляли себе ансамбль как такой маленький оркестр. Теперь. Но самым любимым ансамблем был квартет. Поэтому больше всего все написали квартетов. Их писали десятками. Очень много. Десятками. С этим разобрались. Теперь, девушки, переходим к более сложным вещам. К сонатно-симфоническому циклу. Напоминаю, что этот цикл используют и для симфоний, и для концертов, и для ансамблей, и для сонат. Для всех главных жанров эпохи классицизма. Так. В этом цикле 4 части. В концерте 3 части. То есть в той версии цикла, которую используют для концертов, 3 части. Какие, говорили немножко позже. А вот с сонатами дело стало хитрее. Сонаты хорошо устроились и нашим, и вашим. Это к тому, что если симфонии в карте только 4 части, соната могла быть написана в 4-частном цикле и в 3-частном цикле. И поскольку в школе хоть какие-то сонаты Гайдна вы играли, пусть не все целиком, я это понимаю, сам много по части, но замечали, что в одной сонате 3 части, а в другой 4. И так будет у всех. Кстати, забегая вперед, скажу, что получилось так, что, в общем-то, самые великие сонаты у них, что у Гайдна, что у Моцарта, что у Бетховена, чаще всего в 3-частном цикле написано. Не знаю почему. Так, ну а теперь, девушки, разберемся. Что же такое сонатно-симфонический цикл? Да, 4 части. Но ведь все не могло быть 4 части, верно? Так вот, девочки. Во-первых, сонатный цикл строится на контрасте тональности. Все части должны быть в одной тональности. В сонатно-симфоническом цикле они должны быть разными. То есть контрастировать тонально. Исключение делается девушки только для 2 частей. Для первой и для последней. Они обязаны быть в одной тональности. Почему? Они начинают и завершают. Вот одна тональность в крайних частях, в первой и в последней, скрепляет цикл единое целое. Итак, тональный контраст. Дальше, девушки. Это обязательно контраст образно-эмоциональный. То есть, девушки, контраст характеров, настроений в разных частях. И сказать, это же было в оркестре. Правильно было, потому что многое они берут оттуда, приемы находят. Третий контраст, это, девушки, контраст обязательно темповый. Первая часть быстрая, вторая медленная, примедленная. Третья часть опять быстрая, а 4-я с сумасшедшей скоростью. Престо. Заметьте, здесь по-другому построен чередование темпов, чем в свете. Так. Итак, контраст темпов. Теперь, у каждой части традиционно была своя форма. Кстати, это довольно удобно. Вот представьте, что вы не мирные люди, сидящие здесь, а солдаты. Вот вы просыпаетесь. Вам не нужно думать, кто может одеться. У вас есть форма. Только она, другой быть не может. Все, одел и вперед. Так вот так было у классицистов. Им не надо было каждый думать, а в какой форме стать первую часть, вторую, третью. Были уже типовые сложившиеся формы. Итак, форма первой части, сонатная. Это святое. Сонатная форма. Форма второй части. Как правило, сложная, 3-частная с эпизодом, сложная 3-частная с эпизодом, или иногда сонатная форма без разработки. Это уже исключение из правил. Сонатная форма без разработки. Так. Третья часть. Вот здесь каких вариантов, как с первой. Все просто ясно. Третья часть сложная 3-частная с трио. Сложная 3-частная с трио.
записали. Больше всего, девушки, вариантов было у последней части, у финала. Запомните, финалом называется любая последняя часть сонатно-симфонического цикла. Итак, финал можно написать в форме рондо, в форме рондо-сонаты и просто в форме сонаты. Просто в форме сонаты. Сразу скажу, что чаще всего они предпочитали рондо-сонату. Любимая форма. Были и рондо, были сонаты, но любимая рондо-соната. Итак, девушки, теперь самое главное, конечно же, характер. Я вам говорил, что классицизм стремится показать жизнь вокруг человека, мир вокруг человека во всех проявлениях. И каждая часть сонаты симфонического цикла и показывает мир вокруг и человека в этом мире, отношение человека к миру. Понимаете, человек эпохи Просвещения – это человек не просто живущий, а что-то делающий, созидающий. Кстати, заметьте, девушки, вы помните, как называется наш вид-то? Homo sapiens, в отличие от прочих homo, которые были до этого. То есть под этим, что не просто разумное, а что-то мы делаем, созидаем. Иначе для чего нам разум, если ничего не делаем? Так вот таким показывает он классицизм. То есть как личность, как человека созидающего, творящего, делающего. Поэтому, девушки, первая часть показывает действие, движение, событие, как и последняя часть. Человек в деле, в движении, в событиях, в работе, в действии. Это часть действенная. Перевожу это русское слово на иностранное, красивое греческое. Драма. Вот как переводится действие. Поэтому первая и четвертая часть драматичная. А теперь, девушки, важное уточнение. Слово драма имеет двойное значение. Первое значение вносим. Ой, какая драма там произошла у них. Он ее чуть не зарезал. Это какое-то ужасное, страшное событие. Да, вот. Но буквально драма начинает действие. Почему это подчеркиваю? Это к тому, что воплощение действия в первой и в последних частях сонатно-симфонического цикла не надо понимать, что там буквально происходит драма в бытовом смысле от слова. Нет, ее может не быть. Как у Гайдна, как у Моцарта. Просто там действие воплощено. А ведь не всякое действие, простите меня, драма за каламбур. Итак, первая и четвертая часть – это воплощение действия. С этого человек приходит в мир, этим начинает. Вторая часть соната цикла всегда медленная, об этом говорю. И темп здесь очень важен. Почему? Это, девушки, переживание и размышление. Переживание того, что произошло, осмысление того, что произошло, осмысление себя в этом мире. Вот почему она медленная. Потому что переживать и осмыслять можно лишь спокойно, не торопясь, не на ходу. Попробуйте спокойно размышлять, убегают собаки, которые взбесились, хочет вас укусить. Вряд ли удастся. Поэтому они всегда медленные. Темп адажио, реже анданте, ларго, любили темп Бетховена. И поэтому хотите хорошенько так подумать, попереживать, берите вторую часть любой сонаты, квартеты и играйте. Но только лирика в этих частях не такая, как в барочной музыке. Она светлая, она сдержанная. Никакой печали и скорби. Никакого посыпания головы пеплом. Жизнь замечательная. О ней приятно и подумать, оценить ее. Итак, сдержанная, объективная лирика. Очень часто, девушки, в этой лирике возникают либо образы философские, либо, девушки, пейзажные, то есть пасторальные. Итак, вторая часть размышления и переживания, но спокойная, без слез, положительная. Третья часть, девушки, это уже отдых, но не для души, а для тела. Это праздник, это веселье. Так, почему сказать? Или, говоря иначе, это воплощение образов жанрово-бытовых. Не лирических, как во второй части, а жанрово-бытовых. Вот люди не только работают, но еще отдыхают. Так вот, досуг, безделица, как говорит старина, и показывает в третьей части. И, наконец, так. Попереживали, поразмыслили, отдохнули, пора браться за дела. Поэтому четвертая часть опять действия. Но как вы замечали, что если мы хорошо отдохнули, потом
с усиленной энергией беремся за дело. Поэтому в последней части вот эта действенность, она еще более сильно выражена, ярко. И поэтому темп в последней части всегда более подвижен, чем первая часть. Если первая часть аллегро, вторая часть будет престо, или даже простиссимо. С новыми силами заработать за преобразование мира вокруг. Вот содержание смысла частей. Поэтому, девушка, в классическом сонатно-симфоническом цикле не только форма типа ВР, такая реальная часть, но и содержание типа ВР. Композитору не надо было думать, что выразить здесь, а что здесь. Да вот это, вот это и вот это. Все просто удобно. Это как, знаете, на кухне, когда все уложено по полочкам, искать не надо. Только руку не глядя, достал то и это. Так и здесь. Теперь, это в четырехчастном цикле. Но вы знаете, что в концерте цикл был трехчастным. И в сонате он был трехчастным. Возникает вопрос, а что же выбросили такие, что осталось? Девушки, что никогда не выбрасывают, это первую и последнюю часть. Это святое. Без них никак не может быть, ни начала, ни конца. В этой середине. Как правило, выбрасывали третью часть. Оставляли вторую часть, лирическую, где переживания и размышления. Это норма. Иногда композиторы шутили. Выбрасывали медленную часть, оставляли третью часть. Теперь насчет третьей части. Вы помните, я говорил минут 10 назад, что музыканты классицизма немало взяли от идейных находок барокко, правильно? Напомню, что самый любимый оркестровый жанр эпохи барокко это сюита оркестровая. Сюита — набор танцев. Все правильно. Для их тогдашних дискотек. Так вот, и от сюиты в симфонию, в сонату, в ансамбль, в концерт вошел один жанр. Рудимент, остаток, архаизм. Танцевальный жанр менуэт. Поэтому традиционно в третьей части был минуэт, как воплощение веселья, праздника, танца. Так было до Бетховена. Бетховен с этим делом мирился поначалу, потом возмутился и этот минуэт выбросил. Заменил минуэт на скерцо. И после Бетховена третья часть в сонатно-симфоническом цикле это скерцо. И так до сих пор. Так вот, повторяю, иногда композиторы шутили. И если в цикле было три части, то иногда оставляли не вторую медленную лирико-философскую, оставляли минуэт или скерцо. Вот есть знаменитая соната Бетховена, вы будете изучать, номер 14. Соди Бодис Мерзлити. Лунная, как она его позвала. Вот там вторая часть, средняя часть, она быстрая, на скерцо. Самая настоящая. Кстати, очень трудная для рук. Но кто пробовал, тот знает. Поэтому, когда ваша подруга говорит, я играю лунную сонату, не верьте ей. Вернее, можете поверить. Значит, я играю первую часть. На втором не посягнет. А третья на волость убегает просто. Тогда руки можно поломать. Если он зовут, поймете. Может, сыграете через годик, два, три. Итак, вот строение сонатно-симфонического цикла. А теперь, девушки, идем дальше. Еще более сложные вещи, без которых не поймете ни Гайдна, ни Моцарта, ни Бетховена. Я говорил, что всегда в этом цикле первая часть сочиняется в сонатной форме или в форме сонаты. А часто и последняя часть. Поэтому, чтобы понять это, нужно знать сонатную форму. Хотя бы в общем. Вот я нарисую схему сонатной формы. Итак, она состоит, в свою очередь, из трех частей. Первая часть – экспозиция. Вторая часть – разработка. Третья часть – реприза. Реприза, как вы знаете, означает повторение. Повторение чего? А первая часть. Так было в многих формах, но здесь хитрая реприза, а несколько позже. Но это еще не все. Это общая формула. Ну, точнее скажу, вместо разработки может быть эпизод. Но это бывает реже. Теперь, сама первая часть экспозиции строится на контрасте двух частей. Но чтобы не говорить, первая часть, первая, вторая часть, здесь первая часть, вторая часть, первая часть, первая часть, вторая часть, первая часть, запутаешься. Части экспозиции называют итальянским словом партия. Партия, девушки, означает часть. Запомните. Партия, часть. Так вот, на контрасте главной партии, местной политической, и побочной партии. Побочной партии. Так, теперь, у каждой из них своя тема.
свой характер. Я сказал про контраст. Это означает, что у них не просто свой характер, а характер очень не похожи друг на друга. Возникает контраст девушки образно, эмоциональный. Они как соседи, которые не могут 20 лет между собой поладить. Так, это еще не все. Мало того, что у них разные характеры, разные темы, у них обязательно разные тональности. Вот на этом держится форма. У главной тональности, у побочной партии тональность доминанты. Итак, здесь героев показывают. Здесь их представляют, говоря по-русски. Экспозиция, показ, представление. А вот здесь, девушки, происходит их столкновение. Борьба. Это кульминация. Так, разработка. И реприза. А вот теперь, девушки, и поясняли, чем отличается реприза в этой форме от тех реприз, которые мы видели. Да, те же главные партии, правильно. Та же побочная партия, верно. Но вот представьте, когда люди понимают, что не нравятся друг другу они, а жить все равно придется вместе, в ближайшие лет так 20-40. Им нужно ходить общий язык, чтобы хотя бы мирно жить. Худой мир лучше добрый сон. Так вот и здесь. Реприза отличается тем, что в репризе эти же партии появляются, но звучат они теперь в одной тональности. Здесь у них разные тональности, они контрастны. А здесь одна. То есть они говорят на общем языке. Поэтому в репризе главная партия главная тональность. И побочная тоже главной тональности. Это символизирует то, что они нашли взаимопонимание. Хоть не примирились, но понимали. Вот это особенность репризы сонатной формы. Это девушки должны. Потому что с этого момента, говоря о многих великих произведениях, сонатах, симфониях, концертах, постоянно будет экспозиция, разработка реприза, главная партия побочная и так далее, и так далее. Теперь, девушки, еще одно маленькое уточнение. Пожалуйста, не путайте главную партию, главную тему. Объясняю, в чем отличие. Главная партия – это кусок действия, это место действия. А тема ее населяет, это место. Тем может быть две, редко бывает даже три, а партия может быть только одна. Для сравнения. Вот этот кабинет – это партия. Мы с вами темы в нем. Мы можем выйти, остаться. Могу остаться я один. Партия останется здесь, и никуда не двинется. А тем может быть много. И одна, и две, и три. И темы потом могут появляться дальше. А партии здесь появляться не может. Вместо партии только здесь и в репризе. Запомните. Поэтому, пожалуйста, не просите нелепых слов. И вот здесь в разработке появляется главная партия. Не появляется, не может появиться. Этот кабинет не может в один малом большом концертном зале. Он будет только здесь. Мы там можем оказаться. Он уже здесь, монтирован. Итак, вот это сведения, которые вам нужны для того, чтобы понять творчество вообще классицистов в дальнейшем, да, Моцарта, Бетховена, а в частности понять творчество Йозефа Гайдна, с которого мы начинаем изучение классицистских жанров, симфонии, концерта, сонаты, ансамбля. И будем учить эти жанры и потом практически все композиторы. Итак, переходим к фигуре Франца Йозефа Гайдна. Он австриец, то есть немец из Австрии, не из Германии. Умер в Вене, это где же еще раз он венский классицист. Но вообще-то родился он не в Вене. И больше часть жизни в Вене и не жил. Он, выражаясь языком москвичей, лимитар. Он в 91 году только в Вену приехал. А тут уже не в Вене, запомните. Итак, родился в 1732 году. Он, кстати, современник и ровесник Иоганна Кристиана Баха. Так. Прожил 77 лет, девушки. Так что считайте дальше сами. Он умер в тот год, когда родился Мендельсон. Можете себе представить? Он был современником Баха. Вот такая большая жизнь. Уже старым, преклонным человеком. Работал почти до конца жизни. Но если быть точным, до 70 лет он сочинял музыку. А начал сочинять в 17. То есть всю жизнь писал. Родился он в деревеньке Рорау. Вот такое немецкое название, Рорау. У этой деревни есть почему-то хорватское название, Трстник. Я не знаю почему. Вообще-то это центральная Австрия, а Хорватия находится гораздо южнее.
Это современная Хорватия. Так вот, почему так важно это название? Дело в том, что многие считают, что его предки, может быть, то папа или мама, были хорватами этническими, а не австрийцами. А считают их потому, что вообще-то он был очень смуглый, не похож на типичного австрийца или на немца. Немцы светлые на лицо, как говорится. А его даже называли Мавром Гай, потому что, ну, очень такой загорелый, так сказать, не похож на австрийца. Может быть, папа был хорватом, это же южные славяне, может быть, мама была хорваткой, кто его знает. Хотя деревенька находится километров 20 от Вены. У меня был такой забавный случай. Я как любой любитель музыки, если где бываю, хочу узнать, что связано с музыкой. И вот я знал, что название хорватское. Знаешь, что вот здесь Австрия, вот здесь Хорватия, ну там 500 километров, другая страна, это была когда-то австрийская территория, часть империи австрийской. Но я думал, что это там за 5 земель. И вот еду на автобусе из города Вены на север, в Братиславу. Проезжает автобус 20 километров. Я вижу вывеску Рорау. Ну неужели это Рорау? Ну вы знаете, бывают деревни с одинаковыми названиями, и городки бывают. Правильно. То не то. Маленькая деревенька, до сих пор он едет по узкой улице автобус. И вдруг я вижу дом, ну по-немецки написано, дом, музей Франции собрания. Я понимаю, что я это сам Рорау. Оказалось, вообще-то рядом с Веной. Ну сегодня километров 15 на автобусе. Все-навсего. Так что как там хорваты оказались в одном городе? Ну, всякое бывает в жизни. Итак, родился в семье каретника и владельца трактира. То есть в семье среднего класса, крестьянской семьи. Но это австрийцы, музыку любят, музыку понимают. Папа сам играл, певал, как говорится, мама любила петь. Дальше. Мальчика отдали в соседний городок Хайнбург, в 6 лет учиться музыке. Детей-то было много, поэтому на всякий хватало для достижения. А потом в Хайнбурге, он там учился своего родственника, дальнего, он был учителем в школе. Он там учился, значит, немножко играть на скрипке, на клавесиночке, вот, не больше. А потом его нашел капельмейстер, кантор хора собора святого Стефана с города Вена. Композитор Ройтер. Он отбирал мальчика для хора. Это во всем мире. Мальчиков с характерными большими голосами. Он сказал, мальчик талант, голос замечательный, все, будет в хоре петь. Для мальчика радость, для родителей. Почему? А там казенное обеспечение. То есть мальчик будет жить в интернате, на всем готовом. Не надо за воспитание заботиться, а прокормить его. И он едет в Вену. Едет в Вену, и там он в этом соборе будет жить и петь до 17 лет. 9 лет. 8 лет этого забрали. Маленькое уточнение. Разумеется, в соборе девушки он не жил. В соборе хор выступал, в котором он пел. Жил он в интернате, как сказали, сегодня в школе интернате. Так вот, при соборе для этого хора мальчика был школа-интернат. Их там учили очень наукам, как нас учили в школе. Но им там давали музыкальное образование. Небольшое девочки, так сказать, начальное. Потому что они нужны были как певчи. Это очень важно. Поэтому там он продолжал учиться играть на клавесине, на органе, на скрипке. Прилично играл. Не скажу, что здорово. Прилично. Там обучали теории музыки. И еще. Он получил образование вот какое. Ну представьте, вы 9 лет поете самую разную музыку. А что пели там? Ну раз это такое. Конечно, пели мессы, кантаты, оратории, страсти, великую музыку, сложную музыку, большую музыку. Он ее постиг, он ее полюбил, он ее изучил изнутри, исполняя сам. В 17 лет его увольняют. Все правильно, но это раз немного голоса. Барышня, это сегодня мы такие с вами незрелые, что учимся Бог знает до каких лет, у нас с папой и мамой садят. Это жизнь началась раньше. Помните, 15 Себастьян Бах начинает жизни, Гендель 18. Так вот 17 лет в любом случае, даже голос не поломался. Все, парень, образование получил, ты взрослый, живи сам как можешь. Иди, заботься о себе. Он оказался на улице. Как понимаете, выходного пособия никакого не было. Поэтому он, в общем-то, жил бедно. Бедно-то бедно, вот как это написано в учебниках. Там, значит, жалеет бедно. Не тоже жалко его, но заметьте. Парень нашел квартирку, за которую сам платил. А хватит вам сейчас ваших денег на оплату квартиры. И еще нашел старый клавесинчик, квартирку с инструментом. Вот вряд ли удалось такое бы сделать. И вот потом, следующие 9 лет,
а это, считайте, с 49 по следующие 10 лет, по 59 год, он жил, бог знает как, снимал квартиру то одну, то другую, случайные заработки, кем? Переписывал ноты, играл в случайных ансамблях, то на виолончели, то на скрипке, то на клавесине, то на органе, на свадьбах, на разных банкетах. Почему сессионный музыкант выражает по-современному? Вот такой была веселая жизнь. Теперь, хорошо, а как композитор Гайда? А дело в чем? Композитор Гайда никто не учил композиции. Композитор Гайда великий самоучка. А в школе, в интернате, их не учили сочинять музыку. Хочешь, не научить, не учись. Он хотел, да только не на что было учителя нанимать, как и Себастьяну Баху. Поэтому он постигал сам. Но в его время уже были учебники. И вот по учебникам композиции, девушки, оцените. Я не знаю, каждый из вас может по самоучителю играть на гитаре или на баяне учиться играть, не все могут. А уж сочинять музыку, сами понимаете, много сложнее. Он научился. Как по самоучителю Фукса, Иоганна Матизона, того самого друга Генделя, Кальтнера, он научился писать музыку. Он такой упорный юнцу, как герой китайской сказки. Научился. А когда вы все-таки пробуете? А в 17 лет пробует сочинять. Он пишет духовные произведения для 12-голосного хора. А в 18 лет он уже пишет первые концерты, первые квартеты. А что потом? А потом он получает заказ на сочинение Зингшпиля, то есть комической немецкой оперы. Хромой бес или Асмодей пишет. Она имеет даже некоторый успех, его замечает, но постоянно работы не приносит. И вот в это время он, повторяю, обучается писать и обучается тем, что сочиняет произведения все новых и разных жанрах, чтобы постигнуть эти жанры. Он пишет сонаты, квартеты, трио, концерты. Ну и кроме того, помните, он в разных бродячих ансамблях играл. На свадьбах, на банкетах, как сегодня многие музыканты зарабатывают на жизнь. Так вот, он хорошо изучил бытовую музыку, поп-музыку той эпохи. Вот почему так много бытовых жанров он будет использовать в своих произведениях, в своих симфониях, сонатах, концертах, квартетах. И вот это ему повезло. Его, наконец, взяли на службу, на постоянную, 59 год. Граф Мортина, был такой меценат, взял его к себе придворным музыкантом и повез его к своей имению возле города Плезень. Это тот город, где его знаменитое пиво. Это Чехия, как вы знаете. Вот он 2 года работает придворным клавесинистом, простите, и композитором. Сочиняет музыку, пишет сонаты, трио для графа, и пишет там первые симфонии. Вот лишь тогда он пишет первые симфонии. В конце 50-х. Итак, 2 года хорошей жизни. Кстати, в 60-м году он женится. Женится по обязательству девушки. Вам такого не понять, к счастью для вас. Объясню почему. Когда он был, помните, бедным да молодым, 10 лет, 40 лет, 59 лет, он отчаянно нуждался в деньгах. И он занял большую сумму денег. Занял не в банке. В банке ему не дали, уже не может поручиться, никакого имущества у него нет. Тоже не даст, как в банке. Занял знакомого человека. Тот сказал: ну хорошо, Франц, я тебе займу. С обязательностью вернуть такую-то сумму и жениться моей дочери. Согласен? Да, согласен. Все. Он был человеком честным. Он с деньги отдал и женился. Вот же буквально брак по расчету, девушки. Так вот, естественно, никакой там любви не было, ни с его, ни с его стороны. Поэтому в браке он был несчастным, прямо скажем. Никакой радости от этого не было. Но у него потом были увлечения довольно сильные, уже более позднее время, другими дамами. И вот в 61 году происходит большой перелом в его жизни. Какой? Его приглашают на службу уже не граф Морцина, а князь. Ну, князь, то знаете, гораздо выше. Так, следующий титул только принц и король, как говорится, после князя. Но не просто князь, а очень богатый, один из богатейших вообще в Австрийской империи. Князь Эстерхази. Правильно вообще-то Эстерхаз. Почему? Он этнический венгер. Это венгерская фамилия. Игнац Эстерхаз. Он богат, очень богат, безумно богат. У него огромные поместья, земли. И самое главное, может быть, для нас, он любит музыку. Он не разбирается, понимает, он сам сочиняет и играет. Да, это было семейство не просто покровителей и меценатов, для семейства меломана. Его отец, он сам, его сын будет меломаном таким же. Сочиняли. С этим семейством связано очень много в истории.
Потому что на Эстерхазе будет работать все время Шуберт потом, чтобы знали. Более того, вот когда будет жить маленький мальчик Ференц Лист, безумно талантливый, и когда папа захочет, чтобы мальчик учился, а денег-то нет у папы таких, чтобы послать в Вену, семейство Эстерхази даст деньги, чтобы маленький талант Лист поехал в Вену обучаться музыке. Потому что они немало сделали для музыкальной культуры, это семейство. И вот он нанимается на работу придворным композитором, клавиристом и вторым капельмейстером, то есть дирижером. А почему дирижер, можно спросить? А потому что у князя Эстерхази была собственная оперная труппа, собственный хор и оркестр. Вот такой он был богатый. Поэтому ему не один дирижер, а ему был второй, по-моему, Мануэль. И вот с этого момента, 30 лет без малого, Йозеф Гайдн живет и работает в имении князя Эстерхази. Не в Вене, не в столице, а в имении, в провинции, в глуши, как мы сказали. Правда, глушь это не наша глушь. Это не немцы и тем более не Моншеган. Это вот Вены, ну, по нашим меркам вообще не расстояние, а по их меркам целых, сейчас для его памяти, 100 километров, с ума сойти. И имение роскошное, богатое, красивое. Кто из вас был во дворцах, вроде Петродворца или Екатерининского дворца возле Петербурга? Нет, да? Но просто побываете, это нечто похоже на имение князя Эстергази. Роскошный дворец, сад, в общем, маленький враса. Эстергази хотел, чтобы это был маленький враса, не уступить французским монархам. Это там было роскошно. Вот там и живет и работает. И лишь в 90-м году, когда умирает очередной князь Эстерхази, и семья уже беднеет сильно, и уже не по карману содержать оперную труппу, симфонический оркестр, он распускает многих музыкантов и дает отставку Гайдну. Но как дает? Благородно. Он дает ему щедрую пенсию. Так. Кроме того, сохраняет звание придворного музыканта князя Эстерхази. И еще продолжает платить заработную плату. Вот как. И он свободен. И вот лишь тогда он переезжает в славный город Вена и живет там до смерти. Покупает маленький домик на окраине, очень скромный, и живет там, уважаемый всем кварталом. Потом человек такой, тихий, добрый, всем помогает, всем улыбается, все его любят и уважают. И, кстати, оно удивительное спокойствие. Поясню, что это спокойствие. Был такой период в жизни Вены, тяжелый, когда подошла французская армия. Она бомбила в начале Вены, а потом взяла приступом. Ну, армия Наполеона, естественно, если помните. Так вот, бомбили-то окраины, взрывались ядра, дома взлетали на воздух. Он всех успокаивал. Все будет хорошо, не будет ничего не произойдет с вами. Ничего не случилось, не сними всего квартала. Может, слово какое знал заветное. В последние годы жизни, когда он написал свое последнее великое произведение, а это была оратория «Времена года», его шедевр, это подарок себе на 70-летие он сделал, больше ничего не писал. Он себе был уже старый год. И он повесил на двери табличку. Примерно с таким словом: «Мне стало больно, прошу не беспокоить меня». Я не помню, как точно немецко переводится. Поэтому люди не суетились, не мешали ему отдыхать. Ему уже трудно писать музыку. Выходил крайне редко. И вот был последний его выход в свет. Представьте, он вышел, как говорится, из народа, с простой семьи. Когда на очередное исполнение его оратории «Времена года» в центре Вены, в красивом большом зале, куда собралась вся элита Вены, вся знать австрийская, его привезли в экипаже, он с трудом уже ходил, его посадили в самую большую пышную ложу, и дамы из высшего света, княгини и графини, пледом ему укутывали ноги, потому что ноги у него мерзли, ему было холодно. Вот такой был. И потом учился как национальный герой. Никогда никого так не чествовали. Ну, после Генделя, вернее, до Генделя. Там Гендель в Германии, в Европе никого так не чествовали. То есть уже при жизни его признали национальным гением, гордостью австрийской музыки. Он достоился разных почестей. Но еще было признание двумя партиями. Про Англию, девушки, сегодня не успею, да и уже не буду говорить об этом. А вы это прочитайте описание жизни творческого пути до конца сами. Завтра мы начнем изучать уже его конкретное творчество. Ну, это завтра.